Добрый вечер. А теперь о главном. Сегодня в Бишкеке прошла конференция, посвященная 80-летию кыргызского парламента Жогорку кенеша. Дата отсчитывается от 24 июня 1938 года, когда состоялись первые выборы в парламент Кыргызстана, который в 1936 году стал союзной республикой в составе СССР, а также 18 июля 1938 года, когда началась первая сессия того Жогорку кенеша. Однако днем парламентаризма в Кыргызстане установлена другая дата – 4 июня, потому что 4 июня 1922 года, это на 16 лет ранее, состоялся учредительный съезд Советов от всех регионов Кыргызстана. Да и до 1936 года были Кыргызская автономная республика, Кыргызская автономная область и Кыргызская горная область, в которых тоже были структуры, аналогичные парламенту. Но об этом чуть позже. Выступая сегодня на юбилейной конференции, президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что нет необходимости менять действующую конституцию, которая была принята на референдуме 27 июня 2010 года, и тогда же было решено наложить мораторий на внесение изменений в Конституцию до сентября 2020 года. Эту волю народа надо уважать, сказал президент, раз мы строим демократию. Отдельно нужно упомянуть, что президент особо отметил, что, несмотря на эту волю народа, выраженную через референдум, в 2016 году Конституция все равно была изменена еще раз. Тем самым Жээнбеков одним предложением нанес достаточно сильный политический удар по экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву и его идеологу Фариду Ниязову, которые 2 года назад утверждали во всеуслышание обратное, что никакого моратория не было и нет. И в-третьих, поддержав неизменность Конституции 2010 года, президент оказал и косвенную поддержку Эмирбеку Текебаеву, который считается отцом этой Конституции. Выступая сегодня на этой же конференции, экс-президент Роза Отунбаева открыто заявила, что дело Текебаева должно быть пересмотрено, потому что то, что с ним сделали в прошлом году, ни по каким меркам нельзя считать судом. Так что критическая масса в сторону принятия справедливого решения по Текебаеву и осужденному вместе с ним Дюшенкулу Чотонову постепенно накапливается. Как раз завтра, 22 декабря, день рождения Текебаева. Он отмечает свое 60-летие за колючей проволокой, а его сторонники подготовили фотовыставку, посвященную своему лидеру, и запланировали много других мероприятий. Президент Жээнбеков сказал сегодня, что для внесения изменений в Конституцию необходимо созывать конституционное совещание и обсуждать предлагаемые поправки не менее года. Это тоже политический удар по экс-президенту, который, во-первых, и не думал в 2016 году собирать такое совещание, а во-вторых, изменил Конституцию, ломая мораторий через колено-референдум в течение всего 3,5 месяцев. По словам Жээнбекова, до сегодняшнего дня в течение 25 лет в основной закон были внесены изменения 10 раз, а в 2010 году через референдум наш народ проголосовал за то, чтобы Конституция не изменялась до 2020 года. Несмотря на это, решение народа в 2016 году было допущено, что Конституция была изменена еще раз. По словам Жээнбекова, важнее сейчас поднимать экономику, улучшать условия для бизнеса и привлечения инвестиций, продвигать цифровую трансформацию, что станет сильным оружием против коррупции, а также провести в рамках действующей Конституции административно-территориальную реформу. Для этого Жогорку кенеш должен принять новые законы и внести поправки в старые, например, о местном самоуправлении. Что же касается самого 80-летия Жогорку кенеша, то эта дата связана со сталинской конституцией 1936 года, согласно которой и появилась Кыргызская союзная республика. Но как административная единица она существовала еще с 1924 года, когда была учреждена Кыргызская автономная область в составе РСФСР, которая в 1926 году была преобразована в Кыргызскую автономную республику. Однако еще до 1924 года, 2 годами ранее, по инициативе Иманалы Айдарбекова и Абдыкерима Сыдыкова, в Бишкеке 4 июня 1922 года был создан учредительный съезд Советов, на котором было решено создать Кыргызскую горную область.
Со всех регионов Кыргызстана было избрано и прибыло на съезд Бишкек 425 делегатов. Гораздо больше, чем 284 депутата, которые собрались на первую сессию Жогорку кенеша в 1938 году. Именно эту дату, 4 июня 1922 года, можно бы считать датой рождения, если не кыргызской государственности современного периода, то хотя бы датой рождения кыргызского парламента. Решение о создании горной области Москва тогда заблокировала, так как не давала заранее санкции. И Айдарбеков с Сыдыковым действовали на свой страх и риск. Но через 2 года Центр был все-таки вынужден согласиться на создание Кыргызской автономной области. Это была программа о главном. Ее вел я, Нарын+Айып. Всего вам хорошего и до свидания.